Берешь, Симона Кличкоде, Гошталевал. Напишите, пожалуйста, Кличкоды Кемоне. Вот, ожиен, ашмелен, туне, Кличкодеа, уда. Алло. Кличкодике Гоштале. У мой Кличкоде, урода, тоже мой шумпотишко соло, я этому очень рада. Ожиен, ашмелен, туне, даст не лет урок мы, ашмелен экспресс-курс мылен, таувыктем дылы, также бужем шунык пажен, но удмуртка выдышецкем депотешился. Вот, я очень рада и спасибо, что пришли, что в такую теплую солнечную погоду вы хотите изучать удмуртский язык. Сатушум потмон. Да, это очень приятно. Итак, ожиен, ойдоле куцком. Ожиен, туне да смелетый урок мы, ваньдалы джедж бурещ. Всем здравствуйте. Оскишко ваньдален вань музумой. Я надеюсь, что у всех все хорошо. Ожиен, туне ашмелен воз выльвошет. У нас сегодня будет новый падеж, со беркумети субъектно-объектный падеж, да, раса, говоря по-русски. У нас будет сегодня последний субъектно-объектный падеж, и останутся еще локальные падежи, которые указывают на место, но мы с вами уже прошли все базовые падежи, которые наиболее часто употребляющиеся. У нас остались такие более редко употребимые падежи, но о них тоже, конечно, надо знать, чтобы вы их могли распознать. Если вы их даже не будете употреблять, потому что их можно заменить другими конструкциями, но на письме, в речи, чтобы вы их распознавали. И вторая большая тема сегодняшнего занятия – это будет деепричастие. Вот. И деепричастие в удмуртском языке, оно очень распространено, очень часто встречается, их очень много разных форм. Такой, можно сказать, депричастно сфокусированный у нас язык. Вот. И у нас будет «Нунавлы Бедекарджан» рубрика наша. И сегодня я вас познакомлю еще с одной современной удмуртской музыкой. Может быть, кто-то из вас уже ее даже слышал. Мы ее разберем. Но прежде чем приступим к новой теме, я хочу, чтобы мы немножко с вами вспомнили, да, использование творительного падежа инструменталиса, в каких случаях он употребляется и чем он отличается от русского языка. Вот здесь вы видите картинки. Оди кыкинель вить куат чижим. Татын чижим суред, 7 картинок, но вань кыльос гоштамын. И написаны слова. И берктонезно бордаз вань джучклен. И есть перевод на русский язык. Теледвы Али вам сейчас коть куцуредвы каждой картинке шеттоно тупаш клез. Надо найти подходящее слово для каждой картинки. Но сое лештон вошьете пуктуныклы. И его надо поставить в инструменталис, творительный падеж, чтобы было логично. Ну, например, да, вот человек с усами в очках. По-русски мы говорим в очках, по-удмуртски мы скажем с очками. То же самое вот про девушку в красном платье, да, человек, который рубит топором бутерброды с колбасой, сыром, маслом, режет ножом, крошит ножом, ехать на автобусе и гулять с собакой. И какие еще варианты могут быть с собакой, там мы рассмотрим отдельно. Итак, вот это вот первая задача ваша для разогрева. Мой счеточко теледвы 1 минут на джины. Даю вам минуту, минута на джины, 1,5 минуты. И ужащком. Давайте лыштичком соберем мы чоша с кером. Работаем, а потом все вместе проверим. Да? Еще раз для тех, если кто-то не слышал, значит, здесь написаны слова, список слов, и есть 7 картинок. Вам из списка слов в каждой картинке надо подобрать подходящие слова и сформировать какую-то фразу или выражение, которое будет соответствовать картинке с использованием этих слов, и эти слова должны быть непременно в творительном падеже. Ужащком. Итак, работаем.
Итак, да, у нас вот уже выписаны слова. Человек в очках с усами будет очкиен, мыюкен. Да, на что обратите внимание. Значит, в очках мы говорим с очками, хотя они на человеке. Употребляем только единственное число со словом очки. Мыюкен с усами. Мне кажется, что вот все-таки раньше чаще говорили мыюко, то есть обладающие усами, но сейчас встречается и вариант мыюкен, то есть с усами. Возможно, что это калька с русского языка, возможно, что я ошибаюсь, что это менее удмуртская форма. Вот. Дальше женщина в красном платье с микрофоном в руках, в черных туфлях. Здесь гордеремен, да, ен суффикс, ще туфлиен, тоже суффикс ен, тоже туфли по-правильному будут только в единственном числе, потому что это парные вещи, лыжи, коньки, туфли, обувь вся, это все должно быть в единственном числе. И кияс микрофонен, да, то есть если вы не добавили кияс, я вам говорю, что есть еще такое слово кияс, которое вы можете поставить, кияс в ее руке, да, тоже ки, парные части тела, по-русски говорят в руках микрофон, по-удмуртски скажут в руке микрофон, да, если буквально переводить на русский, но это будет означать, что в руках, потому что если мы хотим подчеркнуть, что в одной из рук, то мы скажем пал кияс, да, пал, то есть мы в русском говорим одна рука, в удмуртском говорим пол руки. Дальше, мужчина рубит топором, да, топор как орудие. Тоже орудие мы ставим в инструментале, строительный падеж, тирен кора, да, хотя после ре звучит как тирен кора, у нас нет мягкой р, да, у нас есть только мягкие ДЗЛНСТ, поэтому здесь будет звучать как тирен, рубит топором. Воин-нянь, колбасен, сырен-нянь, да, хлеб с колбасой, с маслом, с сыром. Если вы написали воен через ен, это не ошибка. Вэй – это такое слово, которое имеет две формы, и воин, и воен. Да? Напоминаю, что у нас есть окончание, или суффикс, если быть точнее, суффиксы инструменталиса «н», «ен» и «ын». Да, и вот «ын», он употребляется с категорией неотчуждаемой, да, вот такие слова, как, например, «киын» руками, «щинмын» глазами, то есть части тела. И в том числе есть вот ряд слов, как «вэй», и, например, «мясо», «силь», которые могут и вариант с «ын», хотя они вроде отчуждаемые, да, хотя они вроде обычные слова, а могут и вариант с «ен». «Силен», пирожки, например, и воин-нянь. Да. Дальше женщина рубит ножом, пуртен юде, пурт тоже орудие труда, юдыны крошить. Да. Дальше автобусен мыныны, ехать на автобусе. По-удмуртски скажет ехать автобусом, да, то есть запоминайте, что вот такие нюансы, то есть у нас одежда, обувь будет с инструменталис, и будет транспорт, тоже с инструменталис. То есть кататься на коньках, на лыжах, это все будет через инструменталис. Дальше с собакой, да. Пуньен кауге гуляет с собакой. Пуньен чош кауге вместе с собакой гуляет, мы можем сказать, да, добавив вот послелог чош, который требует творительного падежа. И также есть еще такой послелог арте рядом, как бы в одной линии, что ли, да, пунын нылашен артемыне, то есть собака рядом идет с девочкой, вот такой вариант тоже можно было бы написать. Вот, то есть это у нас все инструменталис. Лишительный падеж легкий в том смысле, что просто тег добавляете, там, где было ен, мы везде добавляем тег, независимо от того, какое это слово было. Оно оканчивается на глухую, на звонкую, на гласную или оно отчуждаемое, неотчуждаемое, то есть, да, как бы не влияет на суффикс, он один единственный, без чего-либо. Умой,
Так, и мы нишком ажвань и идем дальше. Значит, смотрите, мы с вами, как я уже сказала, падежную систему удмуртского языка взяли все базовые, наиболее часто употребимые падежи. И у нас всего субъектно-объектных 8 падежей. Это означает, что вот одушевленные предметы вот по 8 падежам меняются, а 7 – это уже локальные падежи. Там есть, конечно, одно исключение. Один падеж, он может употребляться с одушевленными лицами тоже, но в основной своей массе только с неодушевленными локальными могут употребляться. Вот. И из 8 объектно-субъектных, то есть вот это мы все с вами взяли, и простое, и притяжательное склонение, именительный, винительный, родительный, разделительный, дательный, творительный, мы все это с вами уже рассмотрели. И у нас с вами остался соответственный падеж, или тупан, или адвербиаль. Сейчас мы его с вами рассмотрим. Простое склонение, притяжательное, как себя ведут личные местоимения в этом падеже и употребление. Да? То есть вот 4 пункта, которые мы обычно всегда разбираем, когда изучаем какой-то падеж. Да? И, соответственно, вот у нас остаются для следующих разов вот эти 4 падежа у нас останутся локальные, которые мы еще с вами не разобрали. Все остальное мы с вами уже рассмотрели. Вот, такие мы с вами молодцы. Значит, соответственный падеж, тупан, вошьет или адвербиаль, да, вот для тех, кто знает английский, адвербиаль уже отсылает к тому, что это наречие, близко к наречию. Действительно, вот этот падеж, даже некоторые лингвисты оспаривают, что он неполноценный в удмуртском языке. В некоторых ситуациях он очень близок к деепричастию, поэтому даже сегодня у нас будет и деепричастие, и, соответственно, падеж, и будет одна форма, которую лингвисты относят и к деепричастиям, и к существительным в этом падеже. То есть такая спорная ситуация. Значит, вопросы этого падежа кин-я, кин-йос-я, в соответствии с чем, в соответствии с кем, точнее, да, согласно кому, по кому. Моя, маос-я, согласно чему, в соответствии с чем, по чему, да, не причина, а по поверхности, как бы, да, или по там, ну, сейчас разберем, когда употребление, будет более понятно, что это за по такая. Вот, смотрим простое склонение, как оно образуется. Да? То есть у нас мы видели, что суффиксы «я», используется суффикс «я» в данном падеже. Бакча, бакчая, согласно огороду, по огороду. Да? Но это сложно пока без форм употребления объяснить, как это такое может быть. Вроде бы у нас есть другие суффиксы, которые обозначают поверхность, движение по поверхности. Это как раз вот тот локальный падеж, который мы еще с вами не разбирали. Вот, здесь главная задача сейчас пока ваша посмотреть, что в единственном числе, да, везде «я» суффикс, что в множественном числе везде суффикс «я». И независимо от того, что на конце. Здесь единственное, что надо запомнить, что если в конце не гласное и не твердое или не мягкое, не с мягким знаком слово заканчивается, и не на гласное, то есть не на мягкий знак и не на гласную, если слово заканчивается, то нам нужен будет разделительный твердый знак. Да? То есть вот здесь слова, например, «шинья» по глазу в соответствии с глазом, «нюлесья» по лесу в соответствии с лесом, согласно лесу. Видите, здесь твердое ДЗЛНСТ на конце, твердый знак. Но в то же время отглагольное существительное «ужанья» по мере работы после «м» тоже должен стоять твердый знак как разделительный. То есть если слово заканчивается не на мягкий знак и не на гласную, то все равно надо ставить разделительный твердый знак. То есть нужен вот этот твердый знак даже после буквы «М», например. Да? Притяжательное склонение.
Здесь у нас стандартная схема, то есть идет основа слова плюс притяжательный суффикс из номинатива и дальше уже суффикс падежный. Пие я, по мнению, согласно моему сыну, пиед я, по мнению, согласно твоему сыну, пиез я, по мнению, согласно его, ее сыну, да, то есть без этих суффиксов конечных падежных у нас пие – это мой сын, пиед – это твой сын, пиез – его сын, пимы я, по мнению, согласно нашему сыну, пимы – это наш сын, пиды – ваш сын, пидыя по вашему, согласно вашему, в соответствии с вашим сыном, пизыя по мнению, согласно их сыну. И то же самое со множественным числом, то есть сначала идет показатель множественного числа, суффикс ос, йос, дальше лично притяжательный суффикс, да, в единственном числе помните, что у нас после множественного числа, как и после слов категории неотчуждаемой, у нас идет вариант с ид, из, да? А во множественном числе все формы совпадают, мы, ды, зы, да, или если глухая конечная, то мы, ты, сын, как во множественном числе. Вот. Редко, но бывает, что есть обратный порядок. Это буквально пару слов, пару ситуаций. Например, как в ситуации следующей. Совишкенеш мыным шулем ямбуис. Этот совет мне пришелся по душе, или буквально по сердцу. Да? Слово шулем – это сердце. Шулем-я согласно, в соответствии с сердцем. Шулем-ям, мы в конце указывает, что это сердце мое. То есть здесь получился обратный порядок слов, но это встречается редко. Да? То есть бывает, но редко. То есть мы с вами посмотрели притяжательное склонение, то есть здесь стандартная схема. Сначала основа корень слова, потом притяжательный суффикс и падежный суффикс. Что у нас... давайте сначала посмотрим личное местоимение. Значит, личное местоимение тоже достаточно легко строить. То есть у нас номинатив, начальная форма, мон, тон, со, ми, пи, сос, и к ним добавляется суффикс падежный. Мон я, по-моему, тон я, со я, ми я, по-нашему, ти я, по-вашему, и сос я. Да, вот лично я употребляю только эти формы в единственном числе, то есть мон я, тон я, со я. Вот для множественного числа уже я употребляю синонимичную конструкцию с послелогом щамен. И, ну, как бы это частая практика, то есть ми щамен по нашему, как бы, мнению, согласно нам, в соответствии с нами, и щамен, и соус щамен. Да, то есть, как бы, это такая ситуация встречающаяся, не только в моей речи. Вот, это что касается личных местоимений, да, то есть вы, когда хотите выразить свое мнение, вы говорите «мон я», там что-то там, да, или «мон щамен», по-моему. Угу. То есть вот это из категории слов, которые используются для выражения мнения, для вашей точки зрения. Мон щамен, мон я, мон малпашко, мыным поте, да, вот эти слова, которые используются для передачи вашего мнения. Случаи употребления, давайте посмотрим. Значит, здесь несколько случаев. Надо сказать, что за последние там несколько лет использование адвербиаля, у него некоторый ренессанс такой и некоторый перенос использования на определенную функцию, то есть закрепление за ним определенной функции, чего не было раньше. То есть как бы переживает новое рождение, что ли, этот падеж. Вот, и это, как раз это перерождение касается первой ситуации, вот когда есть содержательные характеристики объекта, назначение объекта, его принадлежность
И здесь, например, такие ситуации встретятся вам. Сейчас указку включу. Трудя уроке манишко. Иду на урок труда. То есть урок, как бы содержание его, это труд, ну или назначение, да, что это урок труда. Вот синонимичные конструкции падеж, которые используются особенно в диалектах, ну или вообще, скажем, не в литературном удмуртском языке, это творительный падеж или нулевой. Вот я, например, точно в школе, когда училась, я использовала, то есть живя в деревне, я использовала точно инструменталис, творительный падеж, труден уроке манишко. Да, либо еще есть вариант использовать труд уроке манишко. И вот здесь очень интересно, для кого, кто вот увлекается лингвистикой, очень любопытная работа Светы Едыгаровой, да, как раз про адвербиаль и его использование в современном удмуртском языке, и она провела социолингвистическое исследование, и как раз вот она разбирала, как же скажут носители языка, там, она преподаватель удмуртского языка, и победила вот форма инструменталиса, то есть вот труден уроке, удмурт кылын дышете, это вот самая распространенная форма в разговорном удмуртском языке. Но вот как раз официальный удмуртский язык уже закрепляет вот за этим падежом, адвербиалем, функцию такую, что у него вот по удмуртскому языку, урок по труду, да, как бы идет некоторый перенос, аналогия с русским падежом по, да, какой-то предложный падеж. И то же самое, вот, например, дышетонья министерство нужа работает в Министерстве образования, да, то есть еще до 50-х годов, если посмотреть СМИ, вот как раз Света это тоже исследует, описывает, что использовали дышетон министерства нужа, то есть нулевое использовали форму. Сейчас повсеместно используется дышетонья, то есть адвербиаль. Вот калыч крещгурья колледж. Крещгур это музыка, крещгурья по музыке, да, как бы колледж из Воткинска по музыке. То есть вот эти, если вы приедете в Удмуртию, увидите табличку, на официальную табличку, то вы увидите как раз вот эту конструкцию с «я», адвербиаль. Например, по какому-то району, комитет по Болезинскому району, это тоже Болезино Йоросья, тоже будет этот адвербиаль. То есть в разговорной речи или там в начале века, скажем, вот в конструкциях по какому-то району, по какому-то городу использовали падеж исходный. Например, Болезино Йоросыщ комитет, да, комитет по Болезинскому району. Сейчас это как раз учреждение, их назначение передается через вот этот падеж адвербиаль. То есть за ним закрепилась вот эта функция. Наверное, вот это самое сейчас частое употребление адвербиаля. Все остальное уже гораздо реже употребляется. Второе, да, случай употребления, признаки соответствия или несоответствия одних лиц предметов другим. Кудезья мульес, по корзинке ягода или по корзинке орех, если быть точными, муле это орех. Или туссия, но щамзия, егит куспалёсу, как звыкельшо. Лицом и характером молодожены походят друг на друга. Да, туз – это внешность, щам – это характер. Дальше. Пространственное значение, следование кому-либо, чему-либо. Здесь эта тоже функция заменяется другими вариантами. Например, вот тылья бурьявой жены, вот тылья по ветру, вот это точно употребляется. Но по дороге, например, идти по дороге, уже есть масса других вариантов, которые гораздо более употребительны. Да, то есть, по идее, вроде щуросья по дороге, следовать по дороге, но используется уже чаще всего
либо щурес вылти, как бы по поверхности дороги, это тоже вот падеж, который мы еще пролатив, который посмотрим на следующих занятиях, или щурес кужа вдоль дороги, по дороге, или щурести, да, то есть вот для щуресья, для этого адвербиаля есть как минимум 3 варианта, которые абсолютно аналогичны и более частотны. То есть я, например, говорю либо щурес вылти, либо щурес кужа. Да? Щурести тоже используется, там немножко есть нюансы такие, что щурести по этой дороге вы дойдете туда-то, а щурес вылти кто-то идет по дороге, то есть подчеркивается немножко разное, когда мы подчеркиваем, что именно по поверхности уже, то идет вылти, да, это у нас с вами послелог вылын, который меняется по всем локальным падежам. Щурес кужа, вообще куж – это длинный, кужа вдоль дороги, да, наверное, это немножко калька с русского языка, может быть, как бы идут вдоль дороги, то есть не совсем по дороге получается. Вот, и указание, 4, да, функция указания на лицо, чью позицию принимает или не принимает субъект действия. Сюда вот относятся все вот эти личные местоимения, которые мы рассмотрели. Например, тон я кареме укпот, я не хочу делать по-твоему. Или дышет ищья кареме укпот, я не хочу делать так, как говорит учитель. То есть дышет ищья в соответствии с учителем, согласно учителю, то, как он говорит. Да? Дальше вот 5 значение по мере, в процессе. Здесь такие варианты. Здесь идет отглагольное существительное плюс падеж адвербиаль. Будемезья адямилы трозгез правос счетышко. По мере взросления человеку дается больше прав. Или такие замечательные выражения «щием я, щием поте». Вот мы с вами смотрели уже конструкцию «хочется», да? Тогда мы тоже использовали отглагольное существительное, которое заканчивается на «м». Про него я еще отдельно сегодня скажу. Вот. И когда мы его ставим в адвербиаль, плюс ставим еще одно отглагольное в номинативе, у нас получается, что «щем я, щем поте» по мере поедания есть хочется. То есть чем больше я ем, тем больше хочется. Чем больше я что-то делаю, тем больше хочется. Да, ну, буквально аппетит приходит во время еды, смысл такой. Но грамматически строится как бы, ну, более интересно, скажем так. Вот. «Лыджем я, лыджем поте» примерно можно перевести как «чем больше читаешь, тем больше хочется». Читая, по мере чтения читать хочется еще больше. Вот, то есть это значение по мере, в процессе. И значение причины тоже строится от отглагольного существительного на «м». «Калык», тут лишнее «е», «калык куремья тачит дугдылонила штизы». По просьбе народа или людей, жителей, здесь сделали остановку. Да, здесь вот не видно, но мы это еще не проходили, я вам потом скажу, что это тоже можно заменить синонимичной конструкцией. Угу. То есть вот как бы 6 таких основных функций случаев употребления, но, пожалуй, вот самый частотный и самый такой распространенный – это первый пункт, то есть вот как раз перерождение, новое употребление этого падежа в значении с учреждениями, когда какой-то специализации или назначение учреждения указывается через адвербиаль. Да, значит, давайте посмотрим такой стишок. Марья, детский стишок Юлии Байсаровой. Ну, крыте Марья, нюрья, ванна змедво, соя, нож углуке Марья я. Вумбыт соберде, нюрья, вещь бордит на ке Марья, номер на узлутон я, митон текно богатон, марка родна сокутон. Здесь, конечно, пишется двойная я, Марья я, да, здесь просто я выделила, чтобы четко было видно, что
имя Марья, и к нему добавляется суффикс «я» адвербиаля для обозначения, что это позиция Марьи. Да? Ворчит Марья, хныкает, пусть все будет по ее, по ней, как бы в соответствии с ее желаниями, да, если длинно и более корректно переводить. А если не бывает так, как Марья хочет, то есть в соответствии с Марьей, весь день она плачет, хнычет. Будешь продолжать плакать, Марья? Вещь, да, вот вещь – это как бы продолжительность указывает, постоянно продолжать, да, поэтому вещь бордыны мы переводим либо постоянно плакать, либо продолжать плакать. Будешь продолжать плакать, Марья, ничего не будет по-твоему. Угу. Мы без тебя сможем, что ты тогда будешь делать? Угу. Ой. Ну, здесь, мне кажется, все понятно. То есть здесь 3 случая употребления адвербиаля. Соя в соответствии с ней, Марья я в соответствии с Марьей, по ее мнению, видению, и тон я по твоему мнению, да, по твоему видению. Еще примеры. Да? Промышленность, но техника жінським я, а дямилен лон инструмент как чья. По мере развития промышленности и техники жизнь человека постепенно облегчается. Да? То есть, видите, здесь тоже глагол ажинскны. Мы из него делаем отглагольное существительное на «м», добавляем адвербиаль, и получается по мере, в процессе развития. Да? Вот про эти отглагольные существительные я скажу отдельно сейчас. Смотрите, мы с вами брали отглагольное существительное, чтобы сформировать конструкцию «хочется». Хочется, не хочется. И тогда я уже говорила, что вот это отглагольное существительное с суффиксами «м», «ем», «м» совпадает абсолютно по форме с неочевидной формой прошедшего времени, которую мы рассмотрим на следующем занятии, да, с третьим лицом, именно с третьим лицом. И также совпадает абсолютно с причастием прошедшего времени. Те же самые суффиксы «м», «ем», «м». Да? Просто они в предложении выступают в разные роли. То есть мы так можем понять, что есть что. Где глагол сказуемый, где причастие функции определения, а где у нас функции либо обстоятельства, либо дополнения выступает отглагольное существительное. Да, смотрите, с отглагольным существительным у нас суффиксы «м», «ем» для первого типа глаголов, «мы», «карыны», да, мы отсекаем «ыны», получается «карем поте», «мынем поте» и так далее. Для второго типа глаголов с суффиксами «аны», «яны» мы отсекаем просто «ны», у нас длинная основа на гласных, «ужа», «малпа», и мы к ним добавляем суффикс «м». Просто «ужам поте» хочется работать, «малпам поте» хочется думать и так далее. Да? Смотрите, «тон шариш вунетеме поте» мне хочется забыть о тебе. Здесь мы построили от глагола «вунетыны» – «забыть», построили отглагольное существительное с суффиксом «м» и добавили лично притяжательный суффикс «е», да, который указывает, что это мне хочется. Дальше «книгавый джеммы уход». Нам не хочется читать книги или книгу. От глагола «лыджины», первый тип глагола, мы отсекли «ыны» и к основе «лыджи» добавили суффикс «ем» и плюс притяжательный суффикс «мы», который указывает, что это «мы». Да? То есть вот как раз «лыджем» отглагольное существительное. И как раз вот то же самое отглагольное существительное мы ставим здесь в адвербиаль. Да? «Падеш тупан вошьет». И здесь я вас отсылаю, где причастие, мы это тоже посмотрим. То есть некоторые из лингвистов говорят, что это отглагольное существительное, которое стоит в падеже, да? А другие говорят, нет, это чистое деепричастие, да? Потому что по функции они, в принципе, да, это больше похоже на деепричастие. Да? Или еще одно предложение, тоже с таким же отглагольным существительным. Вань уже с малпами дьягины будестыны углуы.
нельзя все дела сделать так, как ты хочешь. Малпамедья, да, малпанный глагол. Мы от него сделали малпам, думание, от глагольное существительное, добавили лично притяжательный суффикс малпамед, твое, думание, и поставили в адвербиаль. Дальше вот как раз третье предложение, это уже новое использование вот этого падежа, когда мы специализацию или назначение организации, или вот в данном случае ансамбля, указываем через адвербиаль. Кырджанья, Ноэктонья и Талмас ансамбль. Дальше. Куараизья Тодмай, узнала его по голосу, ну, как бы в соответствии с голосом. Дальше, пятый случай. Литература, урок бере Марка Ришкот. Что ты делаешь после урока литературы? Да, здесь тоже урок как специализация. То есть здесь могли бы заменить литература, урок бере, просто нулевое, либо литература ен, урок бере. То есть поставить можно было бы в творительный падеж. Это вот такие синонимичные конструкции. Но еще раз повторю, что адвербиаль сейчас, за ним закреплена функция обозначать назначение, специализацию предмета. Поэтому вот эта литература урок прям ложится в эту схему, шаблон. Да? Дальше еще один пример с глагольным существительным. Тол матектенья нунауйос вакчиому. Да, глагол матектыны. Да, наречие матын, помните, может быть, матектыны приближаться, матектенья по мере приближения. Да? То есть здесь тоже мы сделали от глагола матектыны отглагольное существительное с суффиксом «м» и поставили его в адвербиаль, в падеж. Либо, как вот я еще раз повторюсь, ряд ученых, исследователей считают, что это уже чистая идея причастия. У меня записано и тут, и там, как бы единого мнения нет. Скажем так, лингвисты пусть спорят, я преподаватель языка, мне главное, чтобы вы использовали и узнавали эту форму, где причастие она или отглагольное существительное в соответственном падеже, это уже пусть лингвисты спорят. Тунне дышетом я министерством кенешонорчис. Сегодня в Министерстве образования прошло совещание, да, то есть как раз тоже дышетом я министерство. Министерство по образованию, да, Министерство образования. Как раз вот то, что я говорила, что адвербиаль по аналогии с русским, у него по функционалу и семантике он близок к предложному падежу русскому по предлогу близок, поэтому как бы немножко, видимо, такой перенос случился. Шемдия ссылал вацале. Добавьте соли по вашему вкусу. Да, это вот у нас в прошлых занятиях по рецепту, когда мы с вами разбирали. То есть шем – это вкус, шемды – ваш вкус, шемдия – в соответствии с вашим вкусом. Мыл по темезьягины ужаны куцке. Тоже отглагольное существительное. Мыл по тыны – желать. Да? Мыл по темез – его желание, отглагольное существительное с лично притяжательным суффиксом его желание, и поставили опять его в падеж адвербиаль, ну или чистой воды деепричастия. Да, так, это мы с вами рассмотрели, да, то есть вот мы с вами посмотрели адвербиаль. Даже отдельных заданий у нас, по-моему, я вам не дам даже по адвербиалю отдельных заданий. Главное, чтобы вы его видели. Использовать, его достаточно редко используют. Да, то есть только вот в такой функции СМИ все чаще используется. Это мы с вами посмотрели. И переходим к деепричастию, да, который прям вот соприкасается или прям, скажем так, выливается или пересекается с адвербиалем, да, по названию даже, да, вот в русском языке корон щам. Корон – это действие, то есть у нас было корон кыл, слово действие, это был глагол. Корон щам – это образ действия, да, то есть у деепричастия основной вопрос, каким образом совершается действие,
да, в русском языке, делая, смотря, не емши, не спамши, да, вот это все деепричастие. В удмуртском языке, как я уже сказала, деепричастий очень много, ну, по крайней мере, мне так кажется, что очень много. Мы сначала с вами посмотрим базовые, наиболее часто употребимые. Потом я вам парочку покажу, которые реже используются, но они очень классные, правда. Вот. И в том числе вот этот адвербиаль, который мы с вами смотрели, такой очень любопытный. И, пожалуй, самый часто употребляемый в удмуртском языке суффикс деепричастия и само деепричастие – это суффикс «са», который указывает на деепричастие, которое одновременно с основным действием, либо после того, как действие уже совершилось, либо ранее. То есть либо предшествует или следует после основного действия, либо сопровождает его. Смотрим примеры. «Вуш кырджан ёсты кырджа сапуке» сидит, распевая старые песни. То есть здесь у нас пуке в настоящем времени, кырджаса, напевая параллельно основному действию. Корка пырыса джек щеры пукшис. Он сел за стол, войдя в избу, войдя в дом. Да? Здесь корка пырыса, деепричастный оборот. Здесь уже у нас как бы корка пырис, но джек щеры пукшис. Вы бы могли заменить двумя отдельными фразами. Он зашел в дом и сел за стол. Корка пырис, но джек щеры пукшис. Да? Но более такая удмуртская фраза корка пырыса джек щеры пукшис. И, ну, прям такая мелодичная, скажем. Очень часто, вот в марийском, по-моему, тоже очень часто деепричастие встречается, и здесь вот в частности деепричастие в удмуртском языке еще употребляются в единстве со своим глаголом, то есть они могут обозначать какое-то единое действие или завершенность действия, то есть есть такие еще, да, у него функции. Щиса бытыс. Отдельно, если мы переведем, закончил съев или закончил поедая. Но по сути это переводится как он доел. Щиса бытыс, он уничтожил. Быттыны – это уничтожать, заканчивать, поедая. То есть он доел. Здесь указывает как раз вот эта форма деепричастия плюс глагол на совершенный вид, то, что он это сделал. А корка премес бере, да, корка премес бере джек щеры пукшис. Так тоже можно сказать, да. Угу. Тоже себе отмечу сюда, чтобы вам добавить. Угу. Корка премес бере можно, да, сказать. Угу. Это что касается суффикса «са», то есть самый такой распространенный суффикс, самое распространенное деепричастие. Дальше идет суффикс деепричастия «ку», и его сейчас очень сильно вымещает калька с русского, а может даже с английского языка, особенно вы, когда увидите в Инстаграме, как пишут ВКонтакте, вот это «ку», оно замещается уже калькой с русского языка, потому что вот распространены вот эти картинки when, да, when, когда я вижу, как ты там, или когда я там, бла-бла-бла. Да, то есть начинают писать вот когда отдельным словом, в то время как у нас есть замечательный суффикс деепричастия, который указывает на время совершения основного действия. Да, то есть вот этот суффикс «ку», он про время. То есть если к «са» мы могли поставить вопрос «как», «кжи», да, то к суффиксу «са» мы можем поставить вопрос «ку», «когда». И они используют вот как раз, они используются для выражения временных отношений, которые обычно происходят параллельно с основным действием. Примеры. Щишкы-кут тросен верочкы. Когда ты ешь, много не говори. Здесь еще такой интересный нюанс с этим деепричастием, что деепричастие на «ку» могут присоединять лично притяжательные суффиксы, да, что для деепричастия
В русском языке, по крайней мере, по-моему, это невозможно. Да? То есть в удмуртском языке деепричастие ку может еще добавлять лично-притяжательный суффикс, мы это отдельно посмотрим. Обозначает временные отношения, вспомогательный вопрос «когда», ку, да, удмуртское, тросенверашка, когда, много не говори когда ты ешь, да, и на русский, соответственно, переводим через форму «когда». И плюс вот третий нюанс этого ку, что может добавлять лично-притяжательные суффиксы. И сравните, да, то, как уже замещается вот это деепричастие, особенно в социальных сетях это заметно, куке тон кукишко тросен верашка, да, союз куке, когда, как бы абсолютная калька с русского языка, или ку тоже когда обозначает, ку тон кукишко тросен верашка, да, когда ты сидишь. То есть, по сути, на русский вот все три предложения будут одинаково переводиться, но куке и ку – это калька с русского языка. Да, есть некоторые ситуации, когда куке и ку использовать проще и естественнее даже, может быть, в каком-то смысле, но как бы более удмуртская конструкция и такая компактная, мелодично певучая, складная – это как раз деепричастие с ку. Дальше идет суффикс «тег». «Тег» сразу, да, кто внимательный, у кого отложилась падежная система удмуртского языка и, в частности, лишительный падеж, который мы на прошлом занятии с вами проходили, суффикс «тег» у нас – это суффикс отсутствия, да, и «тег» не только существительное отсутствие, а отсутствие и действие. То есть это отрицаемое действие, которое одновременно с основным действием не произошло или не происходит, или не произошло раньше. То есть тег и са, они антиподы. То есть если са – это действие происходит или произошло, то тег – это действие не произошло и не происходит. Примеры. Верашка тег пуке – сидит, не разговаривая, да? Ой, тут у меня полетели уже запятые. Ну ладно. Анайзе аджитек кошкис. Уехал или ушел, не повидавшись со своей мамой. Да? То есть здесь глаголы верашкны. Например, антипод, да, антоним был бы верашка сапуке. Он сидит, разговаривая. Отрицание, не разговаривая, сидит. Верашка тек пуке. Или вот кошкис, да, то есть тут нам либо предшествующее это действие было, либо одновременно для нас показывает глагол, который основное действие выражает. Кошкис, он уехал, прошедшее время, а найзе аджитек, не повидавшись с мамой. Угу. От глагола аджины видеть, аджитек не увидев. Если бы было «анайзе аджиса кошкис», он уехал, повидавшись с мамой. Да? То есть здесь ну, легко, скажем так, этот суффикс использовать, он полный антипод суффикса «са». Дальше суффикс «тож». Тоже, ну, вот как «ку» и «тож», они такие, ну, в некотором роде уникальны, то есть их нет в русском языке, поэтому они в большей степени подвержены исчезновению, забвению, скажем так. И у суффикса «тож» у него три основных значения, три основных функции. Во-первых, предел действия во времени. Да? Смотрите, «куаш кежицкутож щуреслэштизы». То есть до холодов сделали дорогу, пока не похолодало. Да, здесь у нас переводится «пока не», через отрицательную, да, в данном случае. Или до похолодания. То есть если не через глагол, то можно через существительное «до похолодания». Второе значение – степень действия, до какого состояния. То есть первое было по времени, предел какой-то. Здесь степень действия до состояния. Жадитощ ужаны, работать до устали. Да? Жадины уставать, жадитощ до устали.
И еще самая, наверное, интересная функция его употребления – это противопоставление основному действию. Тек пукытош юртывал. Вместо того, чтобы сидеть сложа руки, поработал бы, да? Ну или помог бы, да, если быть точнее, юртывал – это помог бы. Тек пукыны мы с вами брали тоже на прошлом уроке, сидеть сложа руки, пукыны. Тек пукытош мы противопоставляем основному действию. Оно может вот стоять в том числе в повелительном наклонении. И плюс, да, еще тош тоже может присоединять лично притяжательные суффиксы. Мы их тоже посмотрим отдельно. То есть вот тош, 3 функции плюс как бы еще один нюанс, что он может присоединять лично притяжательные суффиксы. Дальше идет суффикс мон, который вы уже все прекрасно слышали от меня, может быть, сами употребляете, валамон. Да? Валамон понябель, understandable. Вот это был, английское был, в удмуртском соответствует суффиксу мон. И вот этот суффикс, он может употребляться и в значении причастия, и идея причастия, в зависимости от того, к чему относится, это про то же я отдельно скажу. Выражать меру или степень возможности осуществления действия. Со валамон верашки. Он понятно разговаривает, да, то есть он разговаривает как? Понятно. Как, каким образом, это у нас вопрос идеи причастия. Как, каким образом совершается действие, понятно. Итак, да, то есть вот у нас эта таблица основных, наиболее часто употребляемых деепричастий суффиксов этих. Суффикс «са» – параллельность действия. Вопрос «как», каким образом. Суффикс «ку» – вопрос «когда», про время, речь про время, да, может присоединять лично притяжательный суффикс. Часто заменяется союзами «куке» или «ку». Дальше антипод суффикса «са», «тек» – отрицаемое действие. Суффикс «тош» – 3 основных функции, предел действия во времени, степень действия, до какого состояния и противопоставление основному действию. И также может присоединять лично притяжательный суффикс. И суффикс «мон», который выражает меру или степень возможности осуществления действия. Вот как раз про суффикс «мон», да, то, что он может быть и причастием, и деепричастием, в зависимости от того, к какому слову он относится. Глагол «валаны» – понимать. «Валамон юан» – понятный вопрос. Вопрос какой? Понятный. Да? То есть это у нас определение, поэтому это причастие. Валамон верашки понятно говорит, здесь говорит как, каким образом, вопрос деепричастия. Да? То есть, по сути, для тех, кто будет использовать язык в жизни, это не имеет особого значения. Это, в первую очередь, я говорю для тех, кого удмуртский интересует с точки зрения лингвистической, в первую очередь. Да? И еще раз, вот как бы для закрепления повторения, «са» и «тек» – они антиподы. «Са» – наличие какого-то либо действия, сопровождающее основное действие, а уже «тек», суффикс «тек» – отсутствие такого действия, которое совершается либо параллельно, либо раньше основному действию. Суффикс «ку», да, который может присоединять лично притяжательные суффиксы и который заменяется союзами «куке» или «ку». Да, часто заменяется. Посмотрим примеры. Да, примеры из учебника «Лабыр-лабыр». «Толон лыддишкасаки мапуки». «Вчера я долго сидел, читая». Да, то есть «пукыны» в прошедшем времени, «мон пуки», «лыддишкаса» читая. «Куарьёс бергаш саущо». Листья падают, кружась. Берганы глагол. Падают как? Каким образом? Кружась. В настоящее время такое параллельное действие, кружась, да, дополнительное действие к основному падать. Наупиос урокан веращика текпукизы. Дети сидели на уроке, не разговаривая. Да, отрицательное.
Если бы было положительно, что дети, разговаривая, сидят, то было бы «нопиос рокын верашка сапу кизы». Петя воспим джеч буряшка те кошкис. Да, воспим – это как раз после лог возын, воспим с лично притяжательным суффиксом. Это у нас встречалось уже, но это, скажем так, для более продвинутого уровня уже, можно так сказать. Джеч бурящик тек не здоровая. Джеч бурящикны здороваться. Здесь у нас суффикс тек от отсутствия этого действия. Да, ушел не поздоровавшись. Гудырьяку писполын слоны убьяра. Под деревом стоять нельзя, когда гремит гудырьяку. Москвае ветрыкум квашки житва. Погода была холодной, когда я ездила в Москву. То есть ветрыкум, когда я ездила. Вот ку содержит значение, что это про время, когда указывает на то, что речь обо мне. Так, а мы проскочили. Да, проскочили, извините. Вот. Проскочили, что деепричастие с лично притяжательными суффиксами. Потом вернемся к примерам. То есть вот суффиксы ку и точ, как я говорила, они могут присоединять лично притяжательные суффиксы. Да, возьмем глагол «мыныны», например. Глагол «мыныны». Да, значит, у нас суффикс «ку» добавляется к длинной основе. Мы отсекаем суффикс «ны», как в первом типе, так и во втором типе, и получаем длинную основу на гласную «мыны», «кум». К ней добавляем суффикс «ку», и дальше идем уже с лично притяжательными. «Медезе», да, что-то напоминает, «мыдызы». Да, «мыныкум», когда я иду, «мыныкут», когда ты идешь, «мыныкус», когда он, она идет, «мыныку» мы идем, «мыныкуды», когда вы идете, «мыныкузы», когда они идут. Добавляется только к одушевленным. С суффиксом «тож», да, что происходит? «Мыны тожам», пока я иду, идет смягчение, вот, скажем, тожа получается. Тож переходит в тожа, и дальше тут лично притяжательные суффиксы. «Мыны тожат», пока ты идешь, «мыны тожас», пока он, она идет, «мыны тожа», мы, пока мы идем, «мыны тожады», пока вы идете, или «мыны тожазы», пока они идут. Ну, может быть, в зависимости от функции, да, там, от «мыны тож», чем туда идти, сделал бы что-то, да, то есть здесь не только «пока» может быть, а еще и противопоставление основному действию. Просто «пока я иду» воспринимается легче, да, в русском языке. В северном диалекте вот это «мыны тожа», вот это «т», оно произносится «чож». «Мыны чожа», «мыны чожат», «мыны чожаз», «мыны чожазжамы», «мыны чожады», «мыны чожазы». Да? Ну, такое либо двойная «ч», либо «тч» на грани, скажем так. То есть это вот в плане произношения на севере такое встретится. И посмотрите, да, что нам напоминает вот этот суффикс «мыны тожа», вот это «ям», нам напоминает входные и местные падежи, притяжательное склонение. Да? Например, «бакча», «бакчаям». Вспоминайте песню «Эмеже», «бакчаям ношечка яшке», «ты надмир тамин лежит», да? «Бакчаят» в твоем огороде, «бакчаяс» в его огороде, или направление, да, в мой, в твой, в его огород, в ее огород. «Бакчаямы» в нашем огороде или в наш огород, «бакчаяды» в ваш огород или в вашем огороде, «бакчаязы» в их огород или в их огороде. Да? И для сравнения тоже, что вот это «н», которая в деепричастиях на первом месте, да, вспоминайте, «медуза», во множественном числе «мыдызы», встречается также и в аккузативе притяжательном склонении, да, «бакчаме», «мы», вот это, «бакчаде», «бакчазе», «бакчамин», «бакчадес», «бакчазес». То есть вот это такие буквы маньяки, суффиксы маньяки, вот это «медезе», которые будут встречаться и в деепричастиях, и в глаголах, и в существительных.
Да? И смотрите еще на что хочу обратить ваше внимание, что если мы используем, как мы используем лично притяжательный суффикс. 3 примера. Тодмотем мурт переку Петя султамыннивал. Когда вошел незнакомец, Петя уже был вставший, уже встал. Да? Здесь у нас 2 лица. Один, когда вошел незнакомец, да, Петя был и Петя. То есть незнакомец и Петя. Мы не можем здесь поставить «з», потому что будет немножко восприниматься, что это Петя зашел. Или вот перекус Петя и женовал. Когда он вошел, Петя еще спал. Здесь, когда он входил, Петя еще спал. Вот здесь уже можно «з» поставить, вот, ну, по крайней мере, вот я бы уже здесь поставила «з», и уже было бы понятно, что это речь не про Петю, потому что Петя не может одновременно спать и заходить. И третий пример – перекус Петя ущис. Когда входил Петя, он упал. Угу. Так, и какой-то был вопрос. То еще нужно переводить все-таки пока или пока нет. В зависимости от контекста, то есть мы на той же, у него же 3 функции противопоставления основному действию, тогда обычно через «не» переводится. И есть предел по времени и до состояния какого-то, то есть 3 функции, в зависимости от контекста. Здесь я вам перевела через «пока», потому что так легче воспринимать. Противопоставление нужна еще и вторая часть предложения. Тут было бы слишком громоздко все это конструировать, писать. Вот. То есть запомните, что суффиксы не всегда притяжательно добавляются, то есть они, во-первых, добавляются только к одушевленным, с погодой. То есть когда шел дождь, я сидел дома, мы не можем сделать суффикс третьего лица, да, кваш зоры куз, мы не можем так сказать. И плюс вот эти нюансы, что у нас, чтобы не сместилось лицо, то есть мурт-перекуз, ну вот я бы так сказала точно. Вот, идем дальше. Что у нас? При части мы посмотрели примеры, да, на примерах мы остановились. Сейчас, когда будут примеры, Ксюша, будет более понятно вот с этим тоже в том числе. Значит, Москва ветлыкум мы разобрали. Дорамы пыракуды минилас кынва. Когда вы заходили к нам, мы были в лесу. То есть, видите, здесь не указано лицо, но за счет суффикса «ды» мы понимаем, о ком идет речь. Дорамы пыракуды «ды» – это вы, да? То есть мы добавили суффикс «ку» те причастия и плюс лично притяжательный суффикс «ды». Например, если бы было «дорамы пыракузы минилас кынвал», когда они входили к нам, заходили к нам домой, мы были в лесу. Или «дорамы пыракуд минилас кынвал», когда ты заходил к нам домой, мы были в лесу. Школаем мы тоже нянь дуреветлы. Да, вот здесь как раз противопоставление. Прежде чем идти в школу, сходи за хлебом. Да? То есть здесь, в принципе, мы не используем отрицание, но смысл такой противопоставления. Да? Школаем мы тоже. Прежде чем идти в школу или, ну да, наверное, так лучше всего на русский перевести. Школаем мы тоже, чем идти в школу или прежде чем идти в школу, сходи за хлебом. Гуртеп бертытожан как частно. До того, как я вернусь домой, еще 2 часа. То есть это предел во времени. Здесь школа мыныточ – это противопоставление основному действию, что сходи за хлебом. Да? Видите, здесь нянь-дуре – это такая южная конструкция. Сейчас запишу сюда. Нянь-дуре, как мы можем еще заменить, мы об этом уже говорили. Нянь-дуре мы могли бы сказать нянь-лы или нянь-понна. Да? Нянь-лы тоже это нянь-лы более южная конструкция, а нянь-понна
это такая северная. А Нянь-Дуре тоже южная. То есть 3 возможных варианта, как сказать, пойти за хлебом. Вообще Дур – это край. То есть к краю моря, зарежь Дуре ветлы, сходи к краю моря, сходи к краю хлеба. Такое, если разбирать по частям. Гуртебер Тытожан как частно, да, вот здесь про время, до предела во времени, до того, как я вернусь домой, да. Здесь, видите, лично притяжательный суффикс «ям» добавился, потому что речь обо мне, и мы автоматически можем опустить личное местоимение, потому что за счет личного притяжательного суффикса понятно, о ком идет речь. Кежитен крепотытош коркан пуко. Здесь я буду сидеть дома, коркан пуко, вместо того, чтобы в холод выходить на улицу, кежитен, в холодную погоду. Потытош тоже как бы идет противопоставление основному действию, вместо того, чтобы, да, тоже нельзя через отрицательную форму «не» перевести, скорее вот именно через противопоставление, то есть одно действие здесь причастным оборотом противопоставлено основному действию, что буду сидеть дома вместо того, чтобы ходить на улицу. Да, то есть тут надо вот по контексту смотреть, как правильнее перевести. Здесь еще масса примеров с переводом на русский язык, они будут в презентации. Я сейчас парочку, да, вам посмотрю, скажу, а остальное вы можете дома посмотреть. Щичкыкут вирашкытек пуконо. Когда ты ешь, надо сидеть, не разговаривая. Да? Щичкыкут с личным притяжательным суффиксом. Да, или, например, вместо того, чтобы дремать, клевать носом на диване, надо уже ложиться спать. Диван вылын ныр улытош или ныр-лыса пукытош, да, ныр-улыны, ныр-ул – это буквально под носом. Ныр-улыны значит клевать носом, да, когда человек же дремлет, засыпает, он же вниз голову клонит, как, вот, отсылает к физиологии этот глагол. То есть вместо того, чтобы клевать носом, либо мы так можем сказать, либо ныр-лыса пукытош, сидя, клюя носом. Да, ныр-лыса пукытош мы подчеркиваем, что он сидит и как сидит. То есть здесь двойное деепричастие, и пукытош противопоставлено основному действию, что валесе выдыса и женони. Выдыса и жено, то есть лечь и спать. Лежа спать. Да. Очень часто сложно перевести деепричастие на русский язык, потому что нет таких деепричастий в русском языке. Или вот, например, да, то, о чем я говорила, сейчас запоем. Вот запеть, да, в русском языке это один глагол, в удмуртском языке используется кырджаса лыжем, запустим, напевая. Лыжины – это отпускать. Песня даже такая есть, кырджаса лыжем алину, вераса лыжем али. То есть как бы начнем, запевая, запоем. Как раз деепричастие здесь используется вместе с глаголом, но передает одно единое действие. Угу. Ну и вот учитель объясняет понятно, дышатыш валамон валекте, здесь у нас это деепричастие, потому что относится к глаголу валекте. Та девочка танцует симпатично, красиво. Сонлаш шинмашкмон экте. Да, шинмашкмон от глагола шинмашкны, влюбиться, симпатизировать, танцует как, каким образом. Или, например, вожьяшкмон зол ужа. Вожьяшкны завидовать. Вожьяшкмон зол ужа работает сильно, усердно, завидно. Да? То есть вожьяшкмон это завидно. Или корка зуркамон гудыртис. То есть гром громыхнул так сильно, что мог содрогнуться дом. Да, вот как раз
если вы попробуете, даже не знаете глаголов, перевести на английский язык, то вот корка зуркам, каким образом, ну, хочется, ну, по крайней мере, мне перевести со словом был, да, вот зурка был, как-нибудь так, вот. Или вот, да, раз у нас дождь вызвал столько вопросов, мы работали в огороде до захода солнца, предел во времени, да, до какой степени или до какого времени, шунды пукши дождь бакчаину жамы, до того, как село солнце, да, мы работали в огороде. Здесь по контексту мы не можем противопоставлением перевести, потому что не можем, потому что тут как раз предел про время. Угу. Да, как вот они образуются, то есть у нас первый тип кары, отсекаем ны, второй тип тоже отсекаем ны, то есть что и в первом, что и во втором типе отсекаем ны, и к ним добавляем вот эти суффиксы. В случае с ку и точ мы еще можем добавить лично причинательный суффикс. Да? Итак, давайте ойдолы аспоннады уже воды, давайте самостоятельно поработайте. Значит, здесь надо вот эти глаголы поставить в 4, да, мне кажется, я только 4. Угу. В 4 формы поставить надо, то есть как, каким образом, тупаны подходить, ладя, да, то есть два значения. Тупаса, они живут ладя, например. Тупаку, когда ладят. Тупотощ, например, до того, как поладили, они там жили врозь, там, или я не знаю, да. Тупотек улынышек, например, не ладя, жить тяжело и так далее. То есть попробуйте, вот сейчас пока такая механическая, скажем, работа, надо взять глагол вандыны, яны, да, переводы есть, и просто их поставить в формы соответствующие. То есть добавить суффикс са, ку, тощ, те, пока без лично притяжательных суффиксов. Ужашком минута ноджины, щеточку ответу, даю вам 1,5. Так, ожьен, ойдолеучком. Давайте посмотрим. Глагол вандыны. Вандыса, вандыку, вандытощ, вандытек. Вандыса нарезая, вандыку когда нарезаешь, вандытощ, например, тае вандытощ, муке целое штывал. Да? Чем это резать, лучше бы чем-то другим занялся. Вандытек, но я рассал. И без нарезания было хорошо. И если бы не нарезал, не срезал, было бы хорошо, например. Да? У глагол вандыны – это резать, закалывать. Например, животных – это вандыны, но хлеб – нет. Хлеб у нас есть специальный глагол шорыны, да, однократно, если и шораны, если много. Шораны и шорны и шораны и шорыны. Шорыны однократно, шораны многократно. Да? То есть про хлеб мы именно говорим шораны, шорыны. Возможно, что как-то связано с серединой, но не знаю, каким образом. Дальше уяны плавать. Уясамыны, да, джаже гуясамыны, например, гусь плывя идет, плывя передвигается, да, по воде. Вуину яку саклону, когда плаваешь в воде, надо быть внимательным. Таты метыну ятощ шуре вашкевал, да, вместо того, чтобы плавать в этом пруду, пошли бы на речку. Туэу ятек клёни. Нынче или в этом году уже останусь, не поплавав. Ятек клё. Бардыны плакать. Нылаш барды сапуки. Девочка плача сидит. Нылаш бардыко кыжи юртоно. Как помочь, когда девочка плачет? Тапу мужчин барды тощ или сугонес барды тощ сужяс. Чистила лук
пока не заплакала до слез. Бырдытожас, сугонес сужас или палас. Да? Бырдытек. Бырдытек узни пырмы. Без слез, не плача, уже не получится. Да? Кузьманный глагол. Кузьмаса, даря, или кузим кузьмаса кошкис. Подарив подарок ушел, например. Кузим кузьмаку тау корону. Когда дарят подарок, надо говорить спасибо. Так кузьмес кузьматош кыжи улышке. Как я жила до того, как мне подарили этот подарок? Кыжи кузим кузьматек. Как же не подарить, как же кыжи кузим кузьматек? Как же не подарить подарок, да? Пыжины печь. Анае трос пыжиса улы, да, то есть моя мама много печет. С глаголом улыны, ну, можно дословно не жить переводить пыжиса улы, а печет как бы продолжительно, много печет. Нянь пыжику, котьку щулмашкишко. Когда, или там, нянь пыжикум, котьку щулмашкишко. Когда я выпекаю хлеб, я всегда волнуюсь. Нянь пыжитойш, магазиныш башты. Да? Вместо того, чтобы хлеб печь, купи в магазине. Пыжитек, но ческет. И без выпекания, и не выпекая вкусно. Келяны. Гоштет келя советует. Я сходила, чтобы отправить письмо. Или отправив письмо, сходила, например, почтае гоштет келя советует. Да, я сходила на почту как? Чтобы отправить письмо. Гоштет келяку одной марка ляхоно. Когда отправляешь письмо, обязательно надо наклеить марку. Келятойш. Шуны, ну, ладно, иссякла я все. Келятойш до того, как отправишь, да, келятек без отправления, не отправляя, щотыны давать, щотыса давая, щотыку когда даешь, щотытош пока не дашь, или вместо того, чтобы дать, да, там, например, кондон щотытош, солы кондон щотытош, уж щотвал. Вместо того, чтобы давать ему работу, дай ему денег. Вместо того, чтобы давать ему деньги, дай ему работу. Да? Щотытек не давая. Орчины проходить. Орчиса. Здесь вот, может быть, у кого-то аукнуло, что ар орчиса, да, через 3 года, спустя 3 года, пройдя 3 года. Орчику, проходя. Орчитош, вместо того, чтобы пройти, да, или до того, как пройдет, орчитек, не проходя, утины, беречь, хранить, утеса, охраняя, сохраняя, оберегая, утеку, оберегая, охраняя, утитош, вместо того, чтобы беречь или до сбережения, скажем, до охранения, и утитек, не охраняя, не берегя. Вот. Еще. Лечьте предложению. Надо сделать предложение. Это следующее задание. Значит, смотрите, здесь у вас 3 столбца: деепричастие, глагол и перевод. Как это должно выглядеть, но, соответственно, на удмуртском языке. Смотрите, деепричастие. Вам надо выбрать либо са, либо ку, либо тек, либо тож, либо мон. Здесь вам даны, да, то есть когда это ку, без это тек, да, такие подсказки, пока это тож, напевая, спеша, то есть там, где в русском языке близко к наречию деепричастие, в удмуртском будет суффикс «сам» и так далее, да. Сейчас вопрос еще был, и потом перейдем к заданию. Как по смыслу отличаются утеса и утеком? Например, асте утеса у,
Живи, берегя себя, оберегая себя, утесау. Асте утеку мукетыс шарыш удмал пачтишка. И когда ты себя бережешь, ты не думаешь о другом, ну, например. Да? То есть в одном случае это образ действия, каким образом утеса, а утеку это когда. То есть они отвечают на разные вопросы. Конечно, они могут по значению, в контексте, они могут совпадать, то есть они могут обозначать одно и то же по сути, но глобально они отвечают на разные вопросы. Угу. Итак, давайте возвращаемся к заданию. Значит, счетышко перед 40 минут. Значит, еще раз, да, вам надо сформировать предложение и 40 минут перед двоссолы. У вас будет 2 минуты. Как numărășiați cu ручку, мой да ручку. Ой, перечис. Угу. Итак, учкишком. Шишканы, верашканы, когда ешь, не разговаривай. Шишкы куд, эн верашкы. Да, если вы написали шишкы ку, то тоже нормально, потому что за счет эн верашкы мы знаем, что речь о тебе. То есть, да? Дальше. Тыршитек, но мыру спермы. Без старания ничего не получится. Да? Суффикс тек – отрицательная форма. Пока идет дождь, сиди дома. Зорытощ корканку. Пока идет дождь, да, суффикс тощ – предел во времени. Вы, если написали зорыку корканку, когда идет дождь, сиди дома, тоже нормально. То есть как бы и тощ, и ку, в целом вот эти два предложения, они по сути, смысл у них один и тот же. То есть идет дождь, сиди дома, да, когда, либо пока идет дождь. Вот, то есть, ну, принимается, в общем, такой вариант. Я иду напевая кырджа саманишко. Здесь вот напевая в русском языке близко к наречию, как, каким образом, поэтому в удмуртском языке суффикс «са» используется. Дальше, чем смотреть телевизор, лучше читай, да? Вместо того, чтобы смотреть телевизор, лучше читай. Телевизор учкытойш или с личным притяжательным учкытойжат вычишка. Ну, понятно, да, тут противопоставление основному действию. Читай вместо того, чтобы смотреть телевизор. Аддишкны видаться, значит, ушел не повидавшись. Аддишкытек кошкис. Аддишкемтек нет. Такой формы нет. То есть аддишкем – это я увидела, оказывается, это отглагольное существительное или неочевидная форма прошедшего времени, но стек нет такого. Дальше. Лыкты тожа мы или ми лыкты тож вожма. Жди, пока мы придем. Да? То есть тоже суффикс тож обозначает предел по времени. Пока мы не придем. До тех пор. Жди, пока мы не придем. Получилось здесь? Были ошибки или все получилось? Вот. То есть вот это были самые базовые деепричастия, суффикс «са», суффикс «ку», суффикс «тож» и суффикс «мон». В основном вентрально. Ну, у вас еще дома будет практика, поэтому постарайтесь. Вот. И это вот, ну, уже такой немножко advanced уровень. Значит, здесь примеры деепричастий, которые реже употребляются, но у них очень такой функционал, очень удобный, очень компактный. Смотрите, по сути, это ну, как отглагольное существительное в падежах. То есть их можно рассматривать как отглагольное существительное в падежах, а можно рассматривать как деепричастие. То есть и так можно смотреть. Смотрите, есть
отрицательные формы, которые будут указывать на причину. Да? Это суффикс «мт» плюс суффикс «ен». И вместе они дают «мт-ен». Да? По сути, похоже на «мт» плюс творительный падеж. «Мт-ищ» то же самое значение имеет, но как будто чуть реже употребляется, как будто существительное с суффиксом «мт» и плюс исходный падеж, суффикс «откуда». Да? То есть «ен» – это кем-чем, а «ищ» – откуда. Да? Примеры. Шоканы омыр тырмым-теен или тырмым-теиш чушчем но мурлуджиле. Тырмым-теен, да, здесь видите суффикс «мтеен» по причине нехватки воздуха. Или тырмым-теиш тоже по причине нехватки воздуха. То есть как бы отрицание, не, да, будет эта причина. Антипод, антоним этой формы – это положительная причина, да, то есть когда эта причина есть. Это суффикс тоже от глагольное существительное, вот как мы с вами образовывали м, ем, ме, в творительном падеже и в исходном падеже. Но их опять-таки говорю, то есть их можно рассматривать как от глагольное существительное в падеже, либо как деепричастие. Куаш зоремен, но качина мыны. Из-за того, что шел дождь, мы никуда не пошли. Горшок джук почтемыш тугдис. Горшок перестал варить. Пи и жемыш сайказ. Мальчик проснулся, сайканы. Вот здесь вот это эмыш, емыш используется, ну, можете прям запомнить вот эти два глагола дугдыны и сайканы. Остановиться и проснуться. Это смена состояния, да, то есть как бы из одного состояния в другое выходим, и тут вот как раз это такое, надо запомнить просто, что вот дугдыны и сайканы употребляются вот с этой формой. И еще третья категория тоже либо как деепричастие воспринимается, либо как от глагольно-существительного в соответственном падеже. То, что мы с вами смотрели. По мере в процессе. Да? Очкин ветвищеслен выдзы будем я, но сое валаны руэ. Это можно понять по мере роста числа тех, кто носит очки. Да, от глагола будыны сделали от глагольное существительное и по мере. Или вот то, что мы тоже смотрели, по мере, да, в процессе, как бы аппетит просыпается во время еды. В процессе чего-то делания еще больше хочется. Мынем я, мынем поте, идя еще идти хочется. Кылзем я, кылзем поте, слушай еще больше, слушать хочется. Да? То есть вот три таких больших группы, отрицательная группа причины, причина положительная, плюс здесь такая подкатегория управления глаголов. И третье – это условие или время, которое переводится по мере в процессе. Да, то есть, например, вот это по мере причине развития, вот эти отглагольные плюс падеж, как мы можем синонимичными конструкциями заменять? Промышленность, но техника ажинским я, то есть мы его смотрели как отглагольное существительное в соответственном падеже или как деепричастие, да, то есть спорят еще лингвисты. Или промышленность, но техника ажинскемен или ажинскемыш, да, то есть за счет суффикса эмен, емен или емыш по причине. И промышленность, но техника ажинскеме сэрен. Да, вот это последнее все чаще встречается за счет послерога сэрен, по причине, из-за. Возможно, что это как бы тоже как калька с русского языка. Раз в русском есть из-за предлог, то по аналогии в удмуртском тоже хочется за счет послерога выразить эту форму, эту конструкцию. Да? Еще такой очень интересный северный диалект. От глагольного существительного «мынон» – хождение, ходьба. Ставим его вот в суффикс падежа, адвербиаля, да, соответственно, плюс лично притяжательный суффикс добавляем, и получается в процессе чего-то.
Тоже кто-то относит это к деепричастиям, кто-то относит к соответственному падежу. И причем это произносится мягко, то есть, ну, Шарканский район, кто знает, да, удмурты говорят вроде как, что они произносят «мы-нон-ям», да, но мы на севере, в Болезинском районе точно произносим «мы-нон-ням». Мы вообще любим смягчать. «Мы-нон-ням ущи», я упал в процессе ходьбы, да, «мы-нон-нят», в процессе, ты в процессе ходьбы, «мы-нон-няс», он в процессе ходьбы. И вот это деепричастие его не вносят ни в учебники, и ну, буквально чуть ли не только вот в Венгрии недавно вышла работа исследовательская, вот там чуть ли не в первый раз встречается эта форма, деепричастная, такая интересная. Вот. Да, то есть вот еще раз, мтеен, мтеш, мы образовываем от длинной основы глагольной по причине того, что не сделано, да, то есть отрицательное значение имеет. Эмен, емен или емыш, эмыш используется для указания причины, которая случилась, да, и тут вот пример. Муэз лажек гремен, муземес портем удобрениосын, удобрять карымтеен, да, по причине неглубокого вспахивания земли и по причине отсутствия удобрения различными удобрениями, да, то есть удобрять карымтеен, то, что не удобряют, не делают удобрения, да, сложно перевести на русский язык. И третья группа – это вот эмья или эмья, асмо кыт карымья дышито, учат по собственному желанию, то есть буквально асмо кыт каро, то есть сами делают свое настроение. Вот. Итак, кузешет, найдите пару. Ваша задача сейчас найти пару. Да, здесь вот как раз уже сложные формы, ну попробуйте найти, да, еще раз повторяю, да, что мте, там где есть мте, те, да, вот это у нас отрицание, мте – это отрицание, эмин, емен, эмыш, емыш – это положительная причина, и мья по мере в процессе. Да, еще тычко, одик минут, давайте 1 минуту. Так, ой, долочком, давайте сколько успели. Итак, гужем вуэмен тараканьос потизым. Ну, я здесь уже специально сделала предложение, чтобы легче было воспринимать. Да? По причине того, что пришло, наступило лето, вылезли тараканы. Да? То есть вуэмен – причина, эмен, емен – наличие этой причины. Быде вуэмьяс и чигес удмурчамен верашки. По мере взросления все меньше говорит по-удмуртски, да, быде вуны взрослеть, вуэмьяс, ну или как деепричастие, да, и более того с лично-притяжательным суффиксом «зе», либо как адвербиаль, то есть и так воспринимается это слово. Вещеменным школае эймын. По причине болезни я не пошел в школу, да, то есть здесь тоже, видите, в конце указывает, что это я. Вылим ты уштеменызы и чигес коньдонзы. По причине открытия нового места у них меньше денег, да, здесь тоже может добавляться лично-притяжательный суффикс. То есть, наверное, лингвисты мне подскажут, да, деепричастие не может лично-притяжательные суффиксы добавлять, поэтому, наверное, спор в том числе, что как это может быть деепричастием, если тут лично-притяжательные суффиксы идут после суффиксов деепричастия. Бер вуэмены мы состы амадже. Да? По причине того, что мы поздно пришли, мы их не увидели. То есть здесь за счет деепричастия или от глагольного существительного в падеже вуэмены мы указываем причину. Да? А если мы скажем «бер вуусами сое амадже», придя поздно, мы его или их не увидели. Да? Каким образом мы их не увидели, придя поздно?
И жемыш сайкас гондыр, проснулся ото сна медведь. Да? Здесь просто запоминаем, что глагол сайканы у нас с этой формой от глагольное существительное плюс иш. Да? Или причастие емыш. Куаш зорымтен шурьёс куашмо. По причине того, что не шли дожди, высыхают реки. Да? Там, где мте, это отрицание. Это мы еще увидим с вами в неочевидной форме прошедшего времени и в причастиях. Это все будет на следующем уроке. Куаш трос зоремен или куаш трос зоремыш чупчи шур ярдурыштыс потис. Чепца вышла из берегов по причине большого количества дождей, да, или по причине того, что много дождей шло. Зоремен или зоремыш. И мазмемыштыт жингыртит. Ты позвонил по причине того, что скучал. Угу. Вот. То есть, ну, это уже вот прям, это вот как бы, как сказать, на десерт. То есть вот это сложные такие формы деепричастия, их употребляют реже, но все же они встречаются, их употребляют, и они вот такие очень интересные, необычные. Да? У нас осталось два как бы, таких задания по сегодняшнему уроку. Первое, давайте попробуем сделать такой типа квиза. Не знаю, как это будет работать, потому что делаю первый раз. Видимо, вам надо на что-то нажимать. Вы видите сейчас на экране? Если вы видите, то смотрите, задача следующая. У вас есть картинка и фраза на русском языке. Да. Ваша задача выбрать правильный вариант, потом обсудим. Я так понимаю, что он вам не показывает. Да, пожалуйста, нажмите все варианты. У нас 13 человек, пока проголосовало 6 человек. Угу. Да, то есть сидит, не разговаривает. Как сидит? Образ действия. Как, каким образом? Да. Так, подтягивайтесь, оставшиеся 6 человек. Угу. Ну что, 8 человек проголосовало. Я так понимаю, что у нас 9-й, он где-то застрял. Итак, завершаю голосование. Огласить итоги. Так, а вы видите какие-то, видимо, он показывает какие-то результаты, значит, 64% проголосовавших, так, еще совпало в день голосования. Почему-то меня спрашивают, прекратить показ результатов. Вы, видимо, видите результаты. Ну, давайте я пробегусь по ним, чтобы объяснить, да. Сидит, не разговаривает, сидит как, каким образом, да, образы действия, близкое к наречию, это у нас всегда деепричастие «са», но здесь у нас не разговаривает, да, и варианта «са» в принципе нет, то есть мы идем по принципу «тек» – это противопоставление суффикса «са». Поэтому верашка текпуке. Верашка монпуке нелогично. Он сидит разговаривабельно. Да, как бы нет, так не скажешь. Верашкиш-пуке. Верашкиш – это у нас причастие. Мы его, то есть в данном случае спикер сидит. Да, то есть нам не подходит. Как бы такое предложение имеет место быть, но не подходит нам по смыслу. Сидит у моря, когда размышляет. Да, здесь вот аккуратно надо было, потому что здесь подвох скрывался в лично-притяжательных суффиксах. Все нашли результаты? То есть и вы можете листать, замечательно. Итак, смотрите, сидит у моря, когда размышляет. Речь же о нем, о третьем лице. Вспоминайте, медуза, медезе, да, малпашкыкуз, когда он думает. За речь дурын пуке малпашкыкут, это он сидит у моря, когда ты думаешь. Например, собака, да, была такая картинка, собака съела книгу по философии и смотрит вдаль у моря. То есть собака сидит у моря, когда ты думаешь,
А третий вариант – зарежь дурын куке малпашкы кум. Да, кто-то сидит у моря, когда я думаю. Поэтому у нас вот вариант для третьего лица. Дальше. Спал до прихода хозяина. Здесь тоже аккуратно, да. Он спал. Логично, что он спал до прихода своего хозяина, да. Кужо мылык ты тоже есть. Он спал до прихода нашего хозяина. Кужо мы указывает, что это наш. Да? Мы это суффикс лично притяжательный, указывающий наш. Кужо есть лык ты тоже есть. Он спал до прихода. Сейчас, подождите, у нас спал до прихода своего хозяина. Да. Кужо есть лык ты тоже есть. Он спал до прихода своего хозяина. Правильно. Здесь он спал, когда пришел хозяин, да? И более того, когда пришел хозяин, у меня было действие продолжительное. Про это мы поговорим на следующем занятии. Я вернусь к этому предложению, что идеальнее было бы сделать продолжительное прошедшее время. Да, оно у нас бы сделалось за счет ижизвал, да, или ижевал, продолжительное в прошедшем времени. Об этом мы поговорим на следующем занятии. Проснулся из-за звонка, да, то есть проснулся из-за звонка будильника, из-за звенения будильника через глагольную форму, через деепричастие мы это делаем. Будильник жингыртетек сайкас, да, первое, это у нас, он проснулся без звонка будильника, да, отрицание всегда тег. Будильник жингыртемен сайкас по причине. Будильник жингыртемон сайкас нелогично, да, жингыртемон звучабельно проснулся, не подходит. Если бы было еще вариант будильник жингыртеку сайкас, можно было бы как альтернативу. Он проснулся, когда зазвенел будильник. Угу. Смотрит, застыв. Глагол долканы, застыть. Долкакузочки, когда застыла, смотрит, не подходит, да, и в принципе нелогично. Долкамьяучки по мере застывания смотрит, тоже нелогично. Долкасаучки, да, смотрит, застыв. Долкасаучки вообще уставится, да, вот у этого выражения деепричастие плюс глагол есть еще как бы и значение одного единого глагола уставиться. Мар долкасаучки счет. Что ты выбишься, что ты смотришь, да? Нехорошее такое. Чем больше ешь табани, тем больше хочется. То, что я говорила, да, по мере поедания еще больше хочется. Табанец щемья, щиемпоте, это да. Табанщику щиемпоте тоже, в принципе, ну, нормально, имеет как бы значение, логично то, что вы это выбрали. Когда ты ешь табань, хочется есть. Да? Здесь не совсем то, что хотелось бы дать, то есть чем больше ешь, тем больше хочется. Здесь, когда ешь табани, есть хочется. Тут может быть, в принципе, ты голоден, вот голоден. Ты когда ешь табани, тебе мясо хочется, например, даже так можно воспринять в зависимости от контекста. Табань щемен шишкемпуте. Здесь, если дословно перевести, то получится из-за того, что съел табани, хочется есть. Да? Ну, бывает такое, что съешь какой-то продукт, и другой продукт хочется. Съешь овощей, хочется мяса. Вместо того, чтобы сидеть, работал бы, да, тек пукут ужавал, когда сидишь, бездельничаешь, работал бы, нет, тек пукутош ужавал, противопоставление основному действию, да, то есть вот этот вариант правильный, тек пукутош ужавал, тек пукутек ужавал, ну, понятна причина, почему вы выбрали тег, да, то есть вроде отрицания, тег пукутек ужавал, но нет. То есть
здесь так, ну, даже не ложится. Вот, щемет потень не так ли. Табань, чем больше ешь табани, тем больше хочется. Да, вот, Ксюша, спасибо, да. Смотрите, вот в удмуртском языке, вот, да, я вам говорила, что там надо добавлять после глагольного форму лица, но особенно в первом лице очень часто опускается. И тем более здесь скорее предложение такое не лично к кому-то, а второе лицо воспринимается как в пословицах, в поговорках, да, то есть это не конкретное лицо, а просто для приближения к говорящему. Поэтому здесь вполне возможно опустить. Табанес щемья, щемет поте, так тоже можно, но если, скажем, табанес щемья, щем поте, это как бы обобщающее предложение, то есть без выделение, как в русском языке, конкретного лица. То есть здесь как бы в общем мы говорим. И прыгал до заката, пока солнце не село. Шунды покщементы час. По причине того, что солнце село, он начал прыгать, да? Нет. Шунды покщикуты час. Он прыгал, когда садилось солнце, и шунды покщиточты час. Да, правильный вариант. Он до какого, до предела какого прыгал. Угу. Тут же мой, таобаджим. Так, и вернемся снова к презентации. У нас будет в презентации еще песня. Песня. Мы сначала посмотрим текст. Я вам уже ответы даю. Это домашнее задание. Сейчас, вот песня. Песня тоже современная, да, Тел, ветер называется, исполняет Морт, вообще-то Морт, да, игра слов. Алексей Пикулев его зовут, и Иван Белослудцев. Два молодых парня-исполнителя. Клип есть к этому. Давайте мы сначала текст посмотрим, да, чтобы мы посмотрели текст, потом я вам включу клип. Кому надо будет бежать, те клип посмотрят самостоятельно, а текст мы, главное, что вместе посмотрим. Значит, смотрите, «Мон ероми, бус которам гдесак». Здесь это песня, да, тем более современная, с накладыванием рэпа, поэтому здесь не ищите правильный порядок слов, тут зачастую просто может быть набор слов без какого-то особого такого смысла. Ероми чусомыр кылзайсак. Да, ероми вуз лулывуз солыванюк мугес. Бероми узлуни толыкес. Да, не будет толк. Энверанитон кинтабери яцке бамат. Твоего лица касается, куда, да, бам, лицо, бамат, падеж в притяжательном склонении, куда. Мон ванзе валай ку учки щинмат. Да, видите, тоже ку учки щинмат. Мы бы могли сказать щинмат учки кум, когда я посмотрел тебе в глаза. Да. Тел, малый соку со уепельтис. Ветер, да, почему тогда в ту ночь подул? Тел огнаме кельтис. Ветер оставил меня одного. Огнам – это я один в одиночку, это местоимение. Малы вавектомна мамо не вие. Зачем я еще должен, зачем я буду объяснять, что меня убивает? Мон еромемыну псот тулысуе. Еромемын – это причастие, мы его рассмотрим на следующем занятии. Дыр олодугден кылисонунале малысокуле моненым уле. Время, может быть, остановилось, я остался в том дне, зачем это надо? Живет со мной. Ну, не очень понятно, кто живет с ним. Вот, здесь я отметила, ну, вот причастие, что мы его на следующем уроке посмотрим, и малый вавектомна.
Зачем мне еще объяснять? Это как раз форма делиберативного будущего. Вот форма «валектом» это «я», но в будущем. То есть, ну, в венгерском есть, да, «минек модераззак», да, или, не знаю, в других языках есть или нет, в финском, в эстонском. То есть зачем я должен объяснять? Вот про это делиберативное будущее, вот эту форму написал Тимофей Архангельский. У него есть замечательная презентация. Вот потом по ссылке, кому интересно, вы можете перейти подробнее. И эта форма очень часто встречается в удмуртском языке. То есть эта форма относится, как правило, к будущему времени, но есть вот в ней еще немножко скрывается, что я должен еще сказать, что же мне еще, да, объяснять, что я должен еще объяснить. И очень часто, ну вот, например, я это очень часто использую, «марбен вероломно», ну что еще сказать, особенно по телефону, не знаешь уже, что сказать, да, темы иссякли уже. Ну, «марбен вероломно», что мне еще сказать? «Таремар коромни», что же мне теперь делать? Да? Или «кытышмон то дом», откуда мне знать? Да, вот эти предложения очень часто встречаются. По сути, вот эта форма, она относится к первому лицу, к «мон», но совпадает с формой будущего времени для множественного лица. То есть «валектом», «ми валектом» мы объясним. «Мон валектом» я объясню, то есть я должен объяснить, я буду объяснять, да, вот в таком ключе. «Мондерме валай юнмет якеляй», как раз вот, да, я зря отправил, пустил по ветру телья, адвербиаль, который мы сегодня смотрели, «Дурде малпай, но ерышты муляй». Я думал о твоих губах, но выгнал из своей головы, да, ерыштым, притяжательное склонение, исходный падеж. Имдурде, имдур, край рта, это у нас губы, аккузатив притяжательного склонения. Монаслым верай, укыль сонунале, да, я себе сказал, я не останусь в том дне. Бен умойзе узвай, но моненым уле. Умойзе это умоез, значит, было плохое и есть умоез. Умой с выделительно-указательным суффиксом, который в аккузативе ведет себя так же, как притяжательное склонение существительных. Мон табере дыши, сон нунал пылы мон иши. Да, я теперь привык, я исчез внутри того дня. Пылын, да, вспоминайте после лоб, внутри, среди. Обычно пылын используется в значении, когда у нас много чего-то. Да, здесь как бы скорее бы сказали сонунал пушки внутри этого дня, но здесь вот он использует пылы, это и право автора, поэта. Вот. Ношниме балатекачим малый бен чуши. Но мое имя, да, ним, это имя, ниме аккузатив в притяжательном склонении, мое имя в аккузативе, валатек ачим не понимает как раз деепричастие, не понимая сам, ачим это я сам, зачем же я стер. Бен очень часто используется в значении не да, а же, да, как частица. Малый бен, малый бон, да, зачем же? В таком ключе. Мон ероми тареу двера не малый бен, ой, тут ой, не ой, а ой ярани конякено бероми. Я заблудился, таре это сокращенное от табере теперь, да, собере сере тоже сокращают, то есть табере переходит в таре, а собере в сере. Чем же я не подошел? Майн бен яра ни конякено бероми. Я немного опоздал. Умой. Значит, на этом все. Я сейчас включу клип. Прежде чем мы перейдем к клипу, я скажу, какое домашнее задание, да, и
тот, кому надоест 4 минуты клипа, тот может спокойно уходить с занятия. Значит, гуртеуш, домашнее задание. Из Марым Леща надо будет сделать упражнение на самопроверку, ответы будут в презентации, лабр, тоже на самопроверку, ответы будут в презентации. Дальше написать мне предложение с причастиями sa-ku-tek-tosh-mon и отправить мне по почте. Можно схитрить. Вы сначала, проще будет сделать, если вы сначала сделаете упражнение, а потом найдете эти предложения или напишите, да, то есть можете схитрить и найти в интернете. Но если вы сделаете упражнение, то у вас немножко набьется рука и отложится, что именно искать, да. И с суффиксом «тош» прислать все 3 варианта. Попробуйте найти все 3 варианта или хотя бы 2, когда есть противопоставление и когда есть предел или до предела по времени, или до какого-то состояния, да. Если не получается составить самим, попробуйте найти, да. Если смелые, пишите сами, это будет идеальный вариант, но с суффиксом тоже я понимаю, что тяжело, поэтому набейте руку на упражнениях. Итого должно быть 7 предложений, которые вы мне отправите до следующего урока. И послушать и перевести песню Ашальчиоки «Мунту дам ваишко». Перевод тоже будет дан, буквальный перевод, потому что есть, я насколько знаю, литературный поэтический перевод, но я вам специально даю буквальный перевод, чтобы было более понятно. В этом стихотворении вы как раз встретите много форм деепричастия на «ку». Вот. Таубаджим, да, переходим к клипу. Спасибо, кто был. Напоминаю, что у нас через неделю в 19:00 также будет занятие. И мы будем с вами изучать причастие тут еще вопрос, где будут причастие и неочевидная форма прошедшего времени. Так, ку-учки, когда посмотрел, учки-кум, когда я смотрю, разные же вроде смотрю. Ку-учки шинмад учки-кум, ну, нет. Вот для меня это одинаково. Ку-учки шинмад и шинмад учки-кум. Для меня это одинаково. Вот. Да, сейчас включаю клип «Вань Ваньза у Мойзе». Да. Sak Yeromi Chus Omarkil Zaisak Yeromi Us Lole Vos Solevanyuk Muges Beromi Us Nozlani Tolkes Enverani Dom Kinta Vereyatske Bamad Mon Vajmze Balay Kuchki Shinad
Мгм. Да, да, согласна, что клип и текст песни не очень соответствуют друг другу, но это уже вопрос к авторам клипа, может быть, к самим музыкантам, что так получилось. Так, что-то тут вопрос был, но я его не могу в чате увидеть. Про Шинмадучкса нет указаний на время, это и видевший, и видя. Увидев. Шинмадучкса, сейчас вернусь да, к обсуждению. У нас с суффиксом «са» переводится всегда в соответствии с основным глаголом. То есть время глагола будет... Значит, у нас тут «Мон ваньзе валай шинмадучкса». Я все понял, посмотрев в твои глаза. «Мон ваньзе валай шинмадучка кум». Когда я смотрела в твои глаза. Я все понял, когда смотрел в твои глаза. То есть от чего мы здесь отталкиваемся? Суть же в том, что я все понял как бы из твоих глаз. Правильно? То есть поэтому у нас здесь не от русского языка отталкиваемся, а как бы, что кучки щенмат можно было бы заменить, ну, на мой взгляд, более удмуртскими версиями. Ну, да. Вот. Ярам, Тау Баджим, спасибо большое еще раз. Презентацию пришлю, и тогда жду домашнего задания. Тау Баджим, Дечела, Кумичка Тощ.